hürmetli milletveşler, Kammerkaplar, Сіздерге барлығыңызға сау сәлеметлік. Я хотел бы коротко вас погрузить. Для нас вопрос национальной политики, межнациональных отношений очень важен. Вы обращаете внимание, в последнее время со стороны государства предпринимают большие усилия для того, чтобы вот эту всю работу привести в системный порядок. Ну, во-первых, при президенте Российской Федерации создан Совет по межнациональным вопросам. Я являюсь членом этого совета. У нас есть возможность в год даже несколько раз напрямую все наши наболевшие проблемы задать президенту. В ближайшее время такое совещание будет в одних из регионов Российской Федерации, посвященное нашей проблематике. Второе, нам удалось общими усилиями, наша была активная позиция создать в исполнительной структуре Федеральное агентство по делам национальности. Я не скрываю, я был сторонником создания министерства, полноценного, полнокровного, с тем, чтобы у него были структуры в регионах, чтобы они могли принимать полноценные, полнокровные нормативные правовые документы, но как есть, так и есть сегодняшний день. Мы еще не останавливаемся, мы периодически до главы страны доводим свою позицию необходимости создания. Почему я об этом тоже говорю, я больше к этой теме возвращаться не буду, об исполнительной структуре. Вот я был в Ярославле, действительно, ребята есть, Горсовет 3 года не проводился, Дом дружбы, который был, значит, убрали, вместо него построили дома, значит, никакой поддержки общественных организаций нет. Это что такое? Зачем мы там принимаем документы, стратегии и так далее? Если ситуация типичная для других регионов, мы сейчас будем анализировать и, соответственно, будем доведем до главы государства всю эту позицию. Все, что мы делаем, оказывается на словах, на бумаге. Все наши законы, все наши решения, оказывается, не доходят, не воспринимаются на уровне субъектов, ряда субъектов региона. Третье. Почему министерство? Когда если у него была бы структура субъектов в регионе, значит, федеральная, она бы не допустила бы таких позиций, таких подходов. Третье. Вы знаете, что мы разработали вместе с вами, с регионами, с общественными организациями стратегию национальной политики, его обновили. Она поддержана всеми субъектами, всеми регионами. Очень хороший документ, на основании которого сами регионы, субъекты разработали собственные программы развития стратегии национальной политики. Это вот третий позиция. Четвертое. Впервые появилась буквально несколько лет тому назад с нашей общей позиции государственная, федеральная государственная программа национальной политики. Государственные программы. Да, там сегодня 2,5 миллиарда рублей на все эти программы, проекты. Но было это 2 года тому назад в 2 раза меньше, в 2 раза она уже сегодня увеличена. В этом году по 7 позициям у нас есть увеличение средств и для субъектов. И впервые в этом году в программе на 2020 год появятся деньги на системную поддержку федеральных национальных культурных объединений, ну вот в том числе и наш ФНК, куда мы подадим свои проекты, программы и получим каждый год системную поддержку на наши федеральные проекты. Аналогичные подходы мы бы хотели со временем, чтобы это было и на региональном уровне, чтобы и региональные власти приняли такую же программу, и там же были предусмотрены средства на системную поддержку региональных национальных культурных объединений. Системно, не просто разовые гранты, там выиграет, не выиграет, написал, не написал, там будет, не будет, а именно вот такое понимание. Это 4-й подход. 5-й. У нас есть Ассамблея народов России, которая объединяет общественные организации. Я сам являюсь первым заместителем председателя вот этой организации. У вас примерно тоже есть. Я активно работаю. Это со стороны общественности поддержка всей этой системы. Мы поддержали инициативу о придании этой организации статуса государственно-общественной организации. Надеюсь, в ближайшее время будет указ президента, надеюсь, на президента нашего указ, а именно присвоение такого статуса. Это уже говорит о том, что эта структура будет поддерживаться тоже системно со стороны государства. Это партнер государства, общефедеральный. Мы, вы знаете, есть федеральный закон о национальных культурных автономиях. Государство говорит, я вижу в лице этих организаций своего партнера, как на федеральном, региональном, муниципальном уровне. И готов
с этой организацией работать, взаимодействовать и ему помогать. В законе все это написано. Работа, взаимодействие и так далее. Это не политическая организация, это общественная организация, которая задача, 3 задачи. Культура, традиции, язык. И подытожив все это, хочу сказать, да, еще направление это создание домов дружбы и ресурсных центров. Дома дружбы, зачем они нужны? Это поддержка, помощь нашим общественным организациям, формированием, в реализации их проблем. Государство не может сегодня в рамках своих сети структур, которые там в области культуры, в области образования и так далее, дать всем возможность реализовать свои духовно-культурные потребности. Но не получается, нет такой возможности. У нас 193 национальности, и мы разговариваем с вами на 277 языках. Поэтому эти дома дружбы как раз дополнительный инструмент, дополнительная возможность со стороны государства, который говорит, да, через эти учреждения, через эти ресурсные центры мы даем возможность реализовать ваши духовно-культурные потребности. Мы поддерживаем эти подходы, связанные с реализацией открытием домов дружбы. Считаем, что в каждом регионе они должны быть, в каждом крупном городе должны быть и ресурсные центры, и дома дружбы и так далее. И вообще не должны объединиться сами в некую там ассоциацию и вместе сотрудничать, обмениваться опытами, а то у нас каждый сам в своем соку там варится и сам себе немножко придумывает на местах, как работать. Это вот весь комплекс тех тем, тех вопросов, которые сегодня как бы так системно на федеральном уровне выработаны, и дальше мы будем это все развивать на региональном, муниципальном уровне. Что еще не хватает, мы об них знаем. Усиливать будем госпрограмму, будем усиливать систему так называемого мониторинга, который с Федеральным агентством по делам национальности и так далее, и так далее. Это вот что касается темы вопросов национальной политики, межнациональных отношений. Возвращаясь к той теме нашей конференции, наверное, больше вам хотелось бы услышать именно, что у нас с родными языками, какие подходы, вообще думает ли об этом федеральный центр, будет ли от него поддержка, что в регионах, что такое вообще система, в системе образования. Я хотел бы больше остановиться на эту тему. В том мы, наверное, мы уже поняли, да, что делается. Уважаемые коллеги, родных языков это комплексный подход, чтобы мы не понимали, что это только вот образование, вот там мы хотим сохранить язык, а все в остальном, все, никто ничего не должен. Абсолютно. Это в первую очередь, конечно, семья. Семья. Если семья не будет разговаривать, если семья не будет поддерживать усилия ребенка и дома разговаривать, и дома помогать, конечно, очень сложно будет. Второе, это, конечно, государство. Это в структуре которой это и культура, это и религия, это и общественная организация. Это, в принципе, то, что нас окружает. Это даже вывески на наших республиках, в городах и так далее. Тот же Казань, мы тоже критикуем, говорим, где же наши названия на русском, там, на татарском, там. Даже и на русском уже иногда убирают, только на иностранном. Все, иностранно писали, как хотите, мы угодили иностранцам, но они знают, а все остальное. Это тоже все влияет на все наши. Это и, конечно, система образования, о котором я хотел более подробно остановиться. Мы увидели, что мы и федеральный центр, в том числе и регионы, изучению родных языков относились, в последнее время его не анализировали. Вот идет она, идет. Вот субъектным регионам отдано это право возможно. Ну там вот, кто какой субъект, как этот видит, так и погрузился в обучению родным языком. Где-то больше, где-то меньше, где-то с перекосом, где-то там вообще ничего нету. Конечно, система образования меняется. Сегодня родители активнее вмешиваются в систему образования. Если вы помните, в старшем поколении
Мы даже знать не знали, мы ребенка в школу отдали, все, мы были уверены, там его воспитают, там его обучат, все там, мы там даже не влезали, смотрели оценки, молодец там и так далее. А сегодня родители, вы видите, это, конечно, способствовало в хорошем или в плохом смысле, и вот значит, какие-то государственные экзамены, это вот, то есть надо получить любой ценой результат, все остальное ребенку, все, что мешает, все нужно вот, убрать. Мешают родные языки, не нужны они, не нужны они, значит, дальше, вот все, давайте уберем. И наше преподавание языков, в том числе родных языков, она не соответствовала уже сегодняшним требованиям. Ненужная погруженность в грамматику со 2 класса, который никогда не был, даже в советское время этого не было. Тем более родители сами уже тяжело, как бы, так получилось разговаривать, а тут еще ребенок со 2 класса. Все, они сидят дома, мучаются, никак не могут, значит, дальше двигаться. Это в том числе, когда мы разделили тех, для кого родным языком не является, например, русскоязычные в Татарстане, у них программа легкая, они тот материал усваивают, получают 4-ки, 5-ки, а наши дети, татарские дети, которым тяжелые, они получают 3-ки, аттестат же надо получать. Родители возмущаются, ну как же так? Все, я не будет мой ребенок учить и так далее. И много такого, что мы должны были анализировать, учесть, мы его не учили. И получилось, что родители вот просто мы оттолкнули к языку, вот такое, значит, получилось у нас, скажем так, отторжение. Что нужно делать и что на федеральном и региональном уровне, мое понимание, и что, в принципе, уже сегодня делается. Это первое. Нужно понимать, что усвоение языка даже в системе образования это до 5-6 лет. Если мы не будем заниматься ребенком до 5-6 лет, в плане желания его изучения родных языков, ничего с вами у нас потом уже не получится. Поэтому это семья, это детский садик. Значит, нам нужны соответствующие новые поколения стандартов, которые позволяли бы нам изучать родной язык в дошкольных учреждениях. Таких стандартов нет. Но они будут. Они будут. Стандартов. Значит, нам нужны такие программы, методики, которые ребенка завлекали бы в игровой форме, в легкой форме, чтобы ребенка затянули в языковое пространство, чтобы ему было интересно, а не как бы не напрягали, а не заставляли. Ни в коем случае. У нас есть эти методики? Да, они есть. Да, они интересны. Вот здесь сидят и к вам приехали, расскажут наши исследователи, педагоги, современные, которые могут такие программы, проекты разрабатывать. Значит, нужно повсеместно такие проекты, программы. Мультфильмы, сказки и так далее и тому подобное. То есть вот в игровой форме. Я пример приведу. Вот, мы же запустили Шаян ТВ, кто знает, да? Я член попечительского совета. Мы дальше его будем совместно с нашими партнерами, коллегами совершенствовать, для того, чтобы она была для детишек интересна. Главный критерий смотрибельности этой программы – это дети. У них надо будет спрашивать, нравится вам, не нравится. У меня водитель, вот у него маленький ребенок, все, ему только давай Шаян ТВ, мультфильмы. Все, больше ему ничего не надо. Ну, если, говорит, у вас закончился, ну давайте, говорит, другие. А вот взрослые, которые привык уже к карусели, там, или там, еще какие-то, она ни в какую, вот ей вот это нравится. Вот видите, насколько можно вот ребенка через это вовлечь в интерес в язык. Все наши усилия должны быть направлены вот в этом направлении, именно с работой дошкольства. Значит, и родителям помогать, и самим таких методики разрабатывать и так далее. Все возможности есть, никакого запрета, никакого ничего для этого нет. Дальше. Для того, чтобы, понятно, новые методики, новые подходы, новые педагоги, нужно готовить сильных педагогов, нужно, чтобы мы со школьниками отбирали этих педагогов, чтобы люди знали, что они хотят стать педагогами. Я вот сам педагог по образованию, я уже со школьниками знал, что я буду педагогом. А не так, как, значит, вот, мне нужно получить диплом. Диплом,
Нравится тебе специальность, не нравится тебе специальность, вот диплом, а дальше уже видно будет. Вот такие педагоги тоже у нас есть, к сожалению. Сегодня мы на федеральном уровне принимаем ряд шагов, мер для того, чтобы было понятно и субъектам, и регионам, что федеральный центр заинтересован в сохранении родных языков. И вот эти пробелы в нормативно-правовых вещах, мы сегодня их делаем. Первое. Министерством просвещения Российской Федерации принята концепция изучения родных языков. Наверное, может, вы еще и не видели концепции. На основании этой концепции появится новое поколение государственных образовательных стандартов. На основании этих образовательных стандартов появится новое поколение примерных учебных программ. На основании этих учебных программ появятся новые учебники. Это вот то, что здесь. Третье. При Министерстве просвещения по нашей просьбе создан отдельный институт по сохранению и развитию родных языков, который будет анализировать всю вот эту проблематику и соответствующие принимать соответствующие рекомендации. Четвертое. Специально нами был инициирован фонд, федеральный фонд по изучению родных языков. Указом он создан. Он только на стадии становления. Пока вот в сегодняшний период ему поставлена задача, кстати, 21 ноября мы с ним будем встречаться в комитете, будем обсуждать перспективу развития фонда и института развития вот этого. Как дальше будем взаимодействовать, что он будет делать. На данном этапе у него задача с учетом года языков коренных малочисленных народов оказать поддержку вот в этом году именно вот этим коренным малочисленным народам. Для них учебники, пособия и так далее. Фонд. Там будут и внебюджетные деньги для того, чтобы он организовал и конференции, и переподготовку и педагогов, готовил учебники, пособия, помогал регионам в этих вопросах. Вы знаете, что у нас даже система образования из 24 языков, которые идет обучение на 4 языках, всего у 9, по 9 языкам есть учебники и пособия по родным языкам. У остальных ничего нету. Как учить в школе? Конечно, эти учебники и пособия есть, либо они старые, советских времен, либо будут как бы подсобными, подручными средствами идет обучение. Это никуда не годится. Наша задача в ближайшее время решить всю эту проблематику, что, по крайней мере, по 4 по всем этим ее системам обучения должны быть учебники, пособия и так далее. И еще 81 язык изучается как предмет в системе образования. Это про фонд я сказал. Дальше. Я очень хотел бы сказать о том, что по сегодняшним требованиям, стандартам приняты примерные программы, которые сегодня действуют, и в средней школе, я говорю 4, 9, 10 класс, из 5 примерных учебных программ, рекомендованных в школе, а вы знаете, по закону сегодня образовательная организация сама выбирает учебные программы, по какой учебной программе из этих рекомендованных обучать. Школа, и никто не имеет права вмешиваться, никто, ни РАНО, ни министерство, ни администрация в выборе школы образовательной организации этой учебной программы. Вот 5 учебных программ. В 3 учебных программах на сегодня нету в обязательной части изучения родного языка, а в 2 присутствует изучение родных языков. В одном 3 часа, 2 часа родной язык и литература, а в 5 целиком возможность обучения на родном языке. Все предметы, физику, математику, и так далее. Вот школа должна выбрать. Конечно, республики и школы, где присутствуют национальные татары, должны выбрать либо 4-ю, либо 5-ю учебную программу. Дать возможность родителям дать вам выбрать в рамках этих 3 часов, какой язык, какой родной язык они выбирают. Либо татарский, либо шиварский, либо марийский. Да, есть там условия. Должно быть, исходя из возможности системы образования. То есть должна быть группа, там, 7 человек, по-моему, там, да? 8. Конечно, если родители не захотят, ну, сложно, тяжело. Но государство, система образования говорит, есть такая возможность. Я создал
на основе законов, нормативных актов такую возможность. Уважаемые родители, давайте, выбирайте, делайте. И школе говорит, выбирайте эти программы, занимайтесь. Я хочу предупредить вот всех руководителей образовательных организаций, кто не знает. Еще раз говорю, родители никакого участия в выборе учебной программы не участвуют, никакого отношения к нему не имеют. Учебные программы, еще раз повторяю, выбирает школа. Вот. Есть образовательные учреждения, которые говорят, а вот родители хотят изучать, то есть там, выбрать учебную программу, где нет родного языка. Вы таким образом лишаете прав родителей, конституционных прав выбора изучения родного языка. Прекратите это нарушение. Пусть они выбирают. Русский родной язык сегодня есть такой стандарт уже, есть такая уже учебная программа, есть такие же сегодня учебники. Пожалуйста. Кто-то изучает, делится на группы, изучает русский родной язык дополнительно. Остальные там татарский язык и так далее, русский, там чувашский кто и так далее и тому подобное. В принципе, впредь, в моем понимании, все дальнейшие стандарты и на основании учебной программы все должны предусмотреть наличие в обязательной части изучения родных языков. Все учебные программы. Независимо Ивановская область, Саратовская область, Татарстан и так далее, и так далее. Чтобы у родителей у всех был выбор. И везде было единое образовательное пространство, как сегодня об этом говорят. Посмотрим, как это будет реализовано. И, конечно, мы должны всем миром заниматься поиском мотивации, как мотивировать детей и мотивировать родителей к изучению разных языков. Ребенок должен знать, наш с вами ребенок, минимум 3 языка. Русский государственный, не обсуждается, родной язык, ну и желательно какой-то один иностранный язык. 3 языка. И это вполне возможно, и все реализуемо, и ребенок может это все усвоить. И в связи с этим еще одну вещь хотел бы сказать. У нас есть вопрос, которым мы будем сейчас заниматься в рамках и фонда, в рамках Института развития. Нам нужно разработать в том числе электронную систему образования, дистанционную систему образования. То есть независимо ребенок, где бы он ни находился, в какой бы регионе, чтобы у него была возможность, через, в том числе, если система образования не может ему такую возможность дать, педагога нет, класс-группа не собралась, но ребенок же не виноват, что он оказался в каком-то субъекте, регионе, и он хочет изучать татарский или там, чувашский или марийский. Мы могли бы, чтобы ему предоставить возможность через систему дистанционного образования, обучения, вот такую программу дать. Такие программы есть, вы знаете, Татарстан такую программу Анатолий разработал, она функционирует. Аналогичные программы по другим языкам тоже должны быть. Независимо, где ребенок живет. Ну и, наверное, сейчас последние 2 позиции. Я возвращаюсь к теме мотивации. Мы сейчас думаем над этим. Да, кстати, мы в ближайшее время с своими партнерами, коллегами Министерства просвещения и фонда разработаем дорожную карту федеральную по изучению и сохранению родных языков. Дорожную карту. Что мы должны дальше сделать на уровне федерального центра? Какие документы, какие базы, какие решения принять? Что надо нам дальше делать на региональном уровне, что должно делать образовательное учреждение? А в том числе, как мы будем работать с родителями, как мотивировать педагогов в том числе. Хорошо работающим педагогам дополнительное финансирование. Оно сегодня есть, кто в субъекте в каком-то есть, в каком-то нет, кто-то больше, кто-то меньше. Вот такой единой системы нет. Дальше, как детей мотивировать? Ищем разные варианты. В том числе я предлагал, пока это на стадии обсуждения, при поступлении в высшее учебное заведение засчитать, дать право высшим учебным заведениям вот в рамках своих 20 баллов, чтобы они могли, те, кто знает дополнительный родной язык, дать дополнительные баллы. ГТО же есть, не все же дети могут ГТО сдавать. И далеко не все дети ГТО сдают. У кого-то есть преимущество, у кого-то нет преимущества. Это же тоже некие как бы, преференции. Это то же самое.
Мы это обсуждаем, есть кто противник, но тем не менее мы дальше будем погружаться. Ну и самый последний. Я бы очень хотел, чтобы вы понимали, что никто нам ни в Татарстан, ни в Пермь, ни в Чувашию, ни в Красноярск, из Москвы, или откуда-то приедет и нашим детям научит нашему татарскому языку. И мы ждем все. Обижите нас, пожалуйста, дайте нам обязательно, чтобы мы изучали. Обяжите нас, мы будем учить. Не обяжете, значит, мы не будем учить. Вот такой подход вообще абсолютно не подходит. Вообще. И мы, это полномочия регионов, муниципалитетов, мы тоже должны думать, какие подходы к родителям, к детям, к директорам школ, к системе образования, какие возможности, какие методики. Вот то, что я сказал, все должно быть погружено, и мы должны этим делом системно заниматься, а не заниматься там политиканством, никто не кричать, что мы умираем там, и так далее, в семье и так далее, и так далее. Все вместе. Другого пути у нас нет. В том числе не запрещено обучать и 10-11 классов, в том числе в высших учебных заведениях. Почему бы нет? Нет запрета. Наши техникумы, у нас 60% детей сегодня идут после 9 класса в техникумы, ну 55, ладно, 55, 60. Там мы обучаем? Нет? Не обучаем. А почему? А почему? А кто мешает? Никто не мешает. Потому что программ нет, учебников нет, пособий нет, не занимаемся. А надо, а никто не мешает. Ну и самое главное, все. Ни в коем случае нельзя противопоставлять языки друг другу. Как только начинаем про языки, есть некоторые, которые говорят, а как же русский язык, вы что тут, значит, в законе четко написано, ни в коем случае не в ущерб изучению нашего главного языка межнационального общения, государственного языка, русского языка. Это даже не обсуждается. Это даже не обсуждается. Поэтому не надо вклинчивать эти процессы, не создавать между людьми на основе этого еще какие-то противоречия. Быть этого не может быть. И не должно быть. Изучение русского языка не обсуждает, он интегрирован в программу, все. Мы должны его знать и изучать. Но и родные языки – это часть нашей страны. Это наша традиция, это наша культура, это наша духовность. Не знать этого, пока у нас ни один язык не потерялся, из 277 языков диалектов, так и нам дальше нужно делать все для того, чтобы наше будущее поколение сохраняло, изучало и знало. Это можно сделать только комплексно, только вместе, сообща государство, общественность, семья, но все вместе. Вот с учетом всех тех особенностей, нюансов, изменения мира, изменения образования. Если это не сделаем, то мы будем заниматься критиканством друг друга, политиканством и будем жаловаться друг другу. Ничего у нас не получится. Биг Зурахмет, Ихтибарат,